Ой, а расскажите, пожалуйста, что вы делали? Вот это же благотворительная акция практически. Вы сажали цветы в Дацане. Не, мы их не сажали, мы приехали туда. А Люба говорит, она списалась с какой-то женщиной, у которой сын сейчас где-то в Америке тоже вот в буддизме. Какой-то там сан занимает высокий. И она говорит, вот она на этом фоне приехала, цветы посадила. Но там вокруг получалась земля такая разбросанная, и цветочки кое-где завалены. Вот просто это все привели в порядок, старое все вырезали. Одну половинку только мы сделали правую. Через неделю договорились сделать левую. Но там никаких инструментов не дают, кроме метелки и ведра. Там надо было вот эти вот, которые взрыхляют землю. Рыхлилки? Да. Перчатки? Ну, перчатки мы свои брали из дома. Действительно 20 тысяч цветов? Это было в другом Дацане, на Лысой горе. Здесь уже посажено вот этой женщиной именно были цветы. А вы где? А мы были на Верхней Березовке. Там теперь тоже цветы? Там какой-то, да, Дацан, который Люба говорит, он один-единственный вообще, говорит, в России. Я не разбираюсь, она мне название-то говорит, а я же нет. В буддизме не сильно. Теперь... На Лысой горе мы садили вот эти вот, вы, может, участвовали тоже, вот такие вот сосенки. Это было где-то или месяц, или 3 недели назад. Да. Я еще не приехала. Вот. Ну, сидишь, читаешь ленту новостей, будет то-то, то-то. Я Любе пишу, пойдем? Она говорит, пойдем, конечно. Вот нас было 5 человек, тоже в ленте были сообщения, что мы посадили. Там, оказывается, люди были даже с Москвы, с Иркутска. Что-то там они приехали на практику вот, на наш авиазавод. А где там сажали? Там же уже, по-моему, все облагорожено. Там сажали, но там деревья большие сидят, и между ними вот, они как сказали, что из 10 там сколько-то выживет только. 60%. Интересно было бы посмотреть вообще, как они выжили, не выжили. Еще нам инструктаж проводили, как правильно садить, чтобы корешок вот так был, задавливаешь его землей, затаптываешь, чтобы только до начала листьев и не раньше, и не позже закопать. В общем, своя технология. В этом году вообще город много озеленяли. Да. Много проектов. 350 лет любимому городу. Как раз таки вот где РТНИТ, Управление по делам молодежи, ниже этот конкурс. Многодетные семьи на озеленение, еще кто-то на озеленение. Жалко только, что вот это озеленение потом никак не поддерживается. Вот во дворе поливать смотришь, надо. Да, посадили вот эти кусты. Или садят вот такие огромные, которые уже заведомо они не приживутся. Им надо много воды. Нет, они не приживутся, потому что такие большие нельзя пересаживать растения. Я не знаю, может быть, которые вот этими специальными машинами пересаживают, они, может быть, приживаются. У нас я иду, вчера смотрю, акация стоит такая уже огромная. Сухая она, конечно. Засохла, да. Маленькие только приживаются при условии полива. Вчера был сюжет по телевидению, что там много засохло. Так вот жалко труда и средств жалко. А кто говорил-то? Шапкоев, да? Сколько, говорит, у нас денег тратится на это. Лучше бы, говорит, ухаживали за тем, что есть, и поддерживали. А там сюжет был про то, что какой-то там квартал отдали под строительство СТО, и там вырубается около 120 деревьев таких больших. Вот зачем, говорит, это делать, а потом выделять миллионы на озеленение. Так вы сохраните лучше вот эти вот деревья. Дятел прилетел к нам отсюда. А только, по-моему, у нас в России так тополя обрезают страшно, ужасно, до обрубков. Ну, тополя, ладно, они какие-то стойкие, они потом начинают вот эту свою гриву вот так выпускать, разрастаются.